Stockmann – любимые марки одежды со скидками до 50%. Здравствуйте, на телеканале «Новый век», программа «Вызов 112». В студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем, как Nissan на высокой скорости врезался в стоящую «Газель». И в каком состоянии водитель иномарки. Покажем, как пьяный водитель протаранил два автомобиля и пытался скрыться от ответственности. Вы садитесь за руль и скажите, сколько я вам должен. А также Артем Точилкин, виновник страшной смертельной аварии 7 лет назад, погиб от удара током. Коля меня поймал, говорит, вызывай скорую. Я говорю, что случилось? Говорит, вот там человек упал. Это и не только прямо сейчас. Уничтожил свой автомобиль в одно мгновение. Крупная авария произошла на Оренбургском тракте. При выезде из города водитель Nissan X-Trail на высокой скорости врезался в «Газель». Грузовик, стоявший в крайнем левом ряду, от удара отлетел на несколько метров вперед, из-за чего произошла авария и кому понадобилась помощь медиков. Ответы на эти вопросы в сюжете Анны Городновой. После такого удара 41-летний водитель Ниссана получил ушибы мягких тканей и ссадины кистей, ушиб мягких тканей грудной клетки, ушибленные раны левого уха. Мужчина находился в сознании. Прибывшие на место врачи приняли решение о его госпитализации. Других пострадавших не было, пожалуй, лишь только по счастливой случайности. У вас момент этого не было, да? Мы, слава богу, да, на этой стороне стояли. Мы с забором были. Молодые люди снимали рекламные конструкции, рассказали, что их «Газель» с включенными габаритами и со всеми дорожными знаками стояла на левой полосе. Спустя время в грузовик на высокой скорости врезался Nissan. Водитель иномарки в карете скорой помощи рассказал автоинспекторам, что стоящую машину просто не заметил. Машина была прижата здесь, стояли знаки. И на полной скорости въехал что-то. Да, причем движение неплотное было. После аварии Nissan начал дымиться, однако дальнейшего возгорания не произошло. Впрочем, автомобиль пострадал и без этого. Вся передняя часть легковушки уничтожена. Анна Городновая, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Пожилая женщина пострадала в результате наезда на улице Фучика. Поздним вечером ее сбила Kia Sorento. По предварительной версии, ДТП произошло в момент, когда 37-летний водитель иномарки сдавал назад, пытаясь выехать с остановки. В результате аварии 78-летняя женщина получила ушибы мягких тканей головы и грудной клетки и была госпитализирована с места происшествия. Трагедии на трассе. 3 человека погибли в страшных авариях в Мензелинском районе. Около села Дыреевка столкнулись КАМАЗ и автомобиль ИЖ. По официальным данным, водитель грузовика выехал на встречную полосу, где лоб в лоб протаранил легковушку. От полученных травм скончалась 63-летняя пассажирка отечественного автомобиля. 60-летнего пассажира госпитализировали. Всего в нескольких километрах от этого места. Через 15 минут также лоб в лоб столкнулись 2 «Лады Калина». Водитель одной из них выехал на встречную полосу. 19-летний пассажир одного из автомобилей скончался еще до приезда медиков. 25-летний водитель выжить не смог и умер в карете скорой помощи. За жизнь 18-летней пассажирки сейчас борются врачи. 65-летний мужчина, севший за руль своего автомобиля в состоянии сильного алкогольного опьянения, скрылся с места одной аварии и устроил еще одну на автостоянке по улице Гаврилова. Сперва он протаранил автомобиль Kia Sportage на проспекте Имашева, затем покинул место аварии, решив скрыться на стоянке, задним ходом врезался в Kia Soul. Полицейских вызвал охранник. Сколько же выпил мужчина перед тем, как сел за руль, и какая ответственность ему сейчас грозит, знает Рамиль Шайдулин. Он заехал, гонял сначала, потом встал, вон там, задом дал во всей скорости и разбил машину. Потом на место свое встал. Первым неадекватное поведение 65-летнего водителя «Шкоды Йети» заметил охранник автостоянки. Он рассказал, что мужчина устроил настоящую спортивную езду на скорости, маневрируя среди припаркованных машин. В итоге он протаранил Kia Soul, когда хотел припарковаться задним ходом. Поврежденный автомобиль принадлежит девушке, которая сейчас находится за границей. Мы дозвониться не можем до нее. Вот сейчас она приедет с отдыха, вот, пожалуйста, подарки. Мужчина пьяным себя не считал и вообще, кажется, что не понимал, что вокруг него происходит. Вы за рулем пьяными садились, да? Да я не пьяный. Нет? Выпиши. Сколько я должен абсолютно. А вы сегодня выпивали? Вы садитесь за руль и скажите, сколько я вам должен. Он то рассказывал все на чистоту, то предлагал деньги за отказ от репортажа, то отказывался от своих слов и угрожал разбить камеру. Просто
Глупый вопрос задают. А вы со стоянки хотели выехать? Я хотел въехать, а не выехать. Все понятно. Бери камеру, пожалуйста, сейчас морду набью. Ой, нет, да? Не надо пытаться. Не буду пытаться. Не надо. Помимо повреждения задней части, на его машине была разбита и передняя. Оказалось, что повреждения свежие, и перед тем, как приехать на стоянку на проспекте Ямашева, он протаранил Kia Sportage и скрылся с места происшествия. За это ответить ему предстоит отдельно. А за то, что он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, ему придется заплатить штраф 30 тысяч рублей и, вероятнее всего, лишиться водительского удостоверения сроком от 1,5 до 2 лет. Алкотестер показал больше 1 миллиграмма чистого алкоголя в литре выдыхаемого воздуха. Рамиль Шайдуллин, Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. Внимание, розыск. Полицейские Казани ищут без вести пропавшего Мушкарева Геннадия Ивановича. 56-летний житель республики Чувашия пропал еще в конце февраля этого года, когда выехал из дома в направлении Москвы. 9 июня его видели в Казани, в Центре оказания помощи бездомным лицам по улице Бурхана Шахиди, дом 26. На вид мужчине 50-60 лет, рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие, темно-русого цвета. Был одет в синюю рубашку с короткими рукавами, темные брюки и при себе имел черный рюкзак. Все, кто обладает какой-либо информацией об этом человеке, полицейские просят обращаться по телефонам, указанным на экране. Пригрозив оружием, забрали деньги у уличных музыкантов. Камера видеонаблюдения, установленная в подземном переходе в Челнах, зафиксировала момент кражи. На кадрах видно, как 2 мужчин подошли к музыкантам, стали с ними разговаривать, и через некоторое время один из них достал предмет, похожий на пистолет. Помахав им перед молодыми людьми, они забрали всю имеющуюся наличность из кофра гитары и скрылись с места. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемых задержали в кратчайшие сроки. Ими оказались ранее судимые мужчины 35 и 40 лет. При себе пневматического пистолета у них уже не было, успели сдать в ломбард, а награбленную сумму потратили на спиртное. Потерпевшие несовершеннолетние, поэтому делом будут заниматься следователи. 26-летний Артем Точилкин, виновник страшной аварии, произошедшей на улице Пушкина 7 лет назад, погиб от удара током, пытаясь сделать фотографии производственного помещения. В цех металлоконструкции, расположенный на улице Кулагина, он пришел как наемный фотограф, дожидаться руководителя не стал и залез на высоту, чтобы сделать снимки. Это решение стало для него последним. В обстоятельствах разбиралась Нафиса Минязова. Он мне навстречу попался, я ему сказал: подожди меня около цеха, сейчас я подойду и все покажу. Наиль Самигуллин, директор цеха металлоконструкции, рассказал, что 26-летнего Артема Точилкина нанял один из его заказчиков, который хотел сделать фотографии производственного цеха для рекламных буклетов. Молодой человек руководителя дожидаться не стал и решил самостоятельно найти объект и начать делать снимки. Трагедия произошла в обеденное время, и в цехе на тот момент был только один рабочий. Как фотограф самовольно прошел в помещение и начал фотографировать, он не заметил, зато услышал громкий хлопок и крик и увидел страшную картину, подойдя вот к этому месту. На полу около щита лежал тот самый фотограф. Он стонал от боли, какое-то время был еще жив. Медики долго пытались его спасти, но попытки оказались безуспешными. Травма и поражение током было настолько серьезным, что мужчина скончался на месте. По предварительной версии, он залез по технической лестнице на площадку, через которую рабочие поднимаются к кран-балкам. Рукой он задел высоковольтный контактный рельс, получил удар током и упал с большой высоты. Тело погибшего передали судмедэкспертам. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшие по неосторожности смерть человека». Артем Точилкин получил печальную славу после аварии в 2012 году на улице Пушкина. Он, как доказали следователи, в состоянии наркотического опьянения за рулем BMW 3-й модели выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим там Фордом. Тогда 38-летнюю женщину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. 26-летняя девушка получила несовместимые с жизнью травмы. Она скончалась в больнице. Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в наших группах в социальных сетях. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Stockmann. Любимые марки одежды со скидками до 50%.